Национальная хоккейная лига предлагает совершить очередное путешествие в историю. Сегодня в выпуске рассказ о первом раунде плей-офф сезона 1994-1995 годов между Калгари Флеймс и Сан-Хосе Шаркс. А также вас ждет рассказ об истории создания команды Сан-Хосе. Вспомним подвиги акул в сезоне 1994 года. Первый раунд плей-офф сезон 1994-1995 годов. Калгари против Сан-Хосе. Команды начали эту серию в Калгари. В первой игре, благодаря дублю Джимми Бейкера, акулы побеждают 5-4. Второй матч также остался за гостями. Ульф Далин в овертайме забил победный гол, и снова победа 5-4. Но в третьей игре, которая проходила в Сан-Хосе, все перевернулось с ног на голову. Пожалуй, свой лучший матч в карьере провел бывший игрок акул Майк Салливан, оформивший хет-трик. Огоньки одержали разгромную победу 9-2. Джо Ньюендайка смело можно назвать специалистом по Сан-Хосе. 24 матчев против акул Ньюендайк отметился 21 заброшенной шайбой. Вот и в третьей игре Джо сделал дубль. Еще один лидер Калгари, могучий мышонок Тео Флери, сделавший 5 результативных передач, а также отметивший в первых 3 матчах 12 бросками в створ ворот акул. Келли Кисио, в прошлом один из лидеров Сан-Хосе, теперь играет против своей бывшей команды. В последних 6 матчах забросил 6 шайб. А теперь поговорим о лидерах Сан-Хосе. 39-й номер акул Джефф Фризен в этой серии пока является лучшим по голевым передачам. На счету Фрейзена 4 голевых паса. А теперь лучшие моменты первых матчей плей-офф этой серии.
мы с вами поговорим об истории команды Сан-Хосе Шаркс. Год 1991. Лига продолжает расширять свою географию. И в Калифорнии появляется вторая команда Сан-Хосе Шаркс. Лишь через несколько лет акулы стали грозной силой. В составе появились звезды. Они стали регулярно довольно высоко забираться в плей-офф, но поначалу их обыгрывали все, кому не лень. Даже появился популярный анекдот. Игроки соперника спрашивают: с кем сегодня играем, коуч? Услышав ответ Сан-Хосе, то говорили: так, значит, сегодня на ужин у нас суп из акульих плавников. Из игроков первого созыва можно отметить разве что только Пэта Фауна, которого клуб выбрал в первом раунде драфта под общим вторым номером. Пэт, которому на тот момент было всего лишь 18 лет, провел очень хороший сезон. А ведь акулы могли появиться в лиге гораздо раньше. В 1967 году простой миллионер из Канзаса с простым именем Чарльз О'Финли решил: раз лига расширяется, то и у меня должна быть своя хоккейная команда. До этого он владел бейсбольным клубом, но, как говорят в Америке, в Канзасе ничего путного в плане спорта никогда не получалось. Однако кое-что Финли для жителей своего штата сделал. Привез в Канзас легендарных Битлз во время их второго турне по Америке. И здесь не обошлось без традиционного канзасского упрямства. У ливерпульской четверки на этот день значился выходной, и Финли пришлось лично лететь и уговаривать их выступить. За это пришлось выложить $150 тысяч. Но это уже совсем другая история. Вернемся к хоккею. Сколотив команду, Чарльз перевозит ее в Окленд. Дебют у команды Силс, что значит тюлени, вышел, скажем прямо, не самым плохим в истории лиги. Но Финли этого показалось мало, и для поднятия боевого духа у своих ребят он вводит белые ботинки для коньков. Когда тюлени приехали в Детройт и вышли в этих белых тапках, над ними смеялась вся арена и обзывала девчонками-фигуристками. Но наш канзасский парень на этом не остановился. Следующим шагом было введение радио, связи между тренером на трибуне и тренером на скамейке. Правда, все это закончилось очень смешно. Первой же подсказкой, которую услышал Джонсон, было: срочно вези на угол 66-й в семинарию. Вот так местные таксисты смогли мешаться в ход игры. Дальше было еще хуже. Финли обанкротился, команду продали за долги, а игроки разбрелись по разным клубам лиги. Но в конце 80-х один из лучших владельцев команды, как раз тот, кто его выкупил за долги, решил возобновить увлечение молодости. И вот перед нами то, что в итоге получилось. Когда-то маленькие акулята, теперь они настоящие зубастые хищники. Некогда звезда Калгари Сергей Макаров, ставший в составе огоньков лучшим новичком лиги, теперь выступает в составе Шаркс. И вот победный гол Сергея Макарова, тогда еще защищавшего цвета Калгари, как раз в ворота акул, куда чуть позже Сергей и перейдет, где воссоединится с одним из своих партнеров по советской сборной ЦСКА Игорем Ларионовым. Ну а мы с вами вспоминаем сезон 1993-1994 годов. Акулы сенсационно в тяжелейшей 7-матчевой серии выбили в первом раунде плей-офф Детройт Ред Уинкс. Во втором раунде акулы также были близки к успеху, ведя по ходу серии против Торонто Мэйпл Лифс 3-2. Однако в двух следующих матчах акулы проиграли. Сначала в шестой встрече в овертайме они уступили кленовым листьям 2-3, а потом и в седьмой игре со счетом 2-4. Посмотрим самые интересные моменты тех игр.
И снова возвращаемся в год 95-й. Четвертый матч. Сан-Хосе против Калгари Флеймс. И вот что сказал Кевин Константин, главный тренер Акул, перед игрой. После того позора, который нам устроили в третьем матче, очень нелегко снова выйти на лед перед своими болельщиками. И нас, и их тревожит одно, чтобы история не повторилась. И вот на этих словах Константина мы ненадолго прервемся, чтобы вскоре вернуться на Сан-Хосе-арену.